Эта территория, государственная дача, с 60-х годов, она была режимным объектом. И статус ее практически не изменился. После войны был подписан договор, который действует до сих пор. По этому договору эта территория находится в безвозмездном пользовании. И не определены ее сроки. То есть она находится и в бессрочном пользовании. Кроме того, по этому договору, который сейчас действует, эту территорию могут передавать третьим лицам в аренду для того, чтобы там финансовую какую-то выгоду извлекать. Сейчас по нынешнему договору, который, кстати говоря, обсуждается в течение многих лет, и первоначальные вообще предложения были гораздо более неприемлемые. В результате вот этой кропотливой работы привели к тому, что мы сегодня вот обсуждаем. По этому нынешнему соглашению определены сроки конечные, на какой срок земля в аренду передается, на 49 лет. Дальше наши дети, потомки наши будут решать, какие отношения с Россией будут через 49 лет. Мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его. Кроме того, в нынешнем соглашении четко записано, что никому, кроме высших должностей Российской Федерации, там отдыхать нельзя, там это четко записано. Вот мы чего хотим, я вообще не знаю. Мы сегодня, если посмотреть средства массовой информации, такую волну негативных взаимоотношений с Россией посеяли, что это не в наших интересах. А ситуация, между прочим, нужно ее смотреть в общем контексте, вообще во взаимосвязи того, что происходит в мире сегодня. А вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Туннель собираются строить под Рогским туннелем. Туннель связать Россию с Грузией. Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные возможности. Эти аргументы очень важны, если вы хотите смотреть картину в целом. Поэтому давайте будем исходить из интересов страны нашей. Я хочу вам сказать, что при таком расслоении в обществе, при таком раздрае никакой перспективы для нашего государства быть не может. Соединенные Штаты Америки – одно из самых могущественных государств в мире. Там такое внутреннее пошло противостояние, что они теряют свое влияние в мире из-за этого. А у нас такого потенциала нету, мы все потеряем при таких взаимоотношениях, которые у нас сегодня в стране есть. Давайте думать, вот сегодняшняя встреча очень хорошая, и она должна перспективу иметь и в дальнейшем. Давайте обсуждать вместе и в первую очередь думать о судьбе, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире. Сегодня то, что происходит на Украине, однозначно нам показывает, что мир будет другим. И какова наша роль будет, как в этом регионе, все это нужно сейчас думать. Потому что когда такие потрясения в мире были, мы всегда страдали, маленькие всегда страдают в этих ситуациях. Так что давайте думать об этом, а не о том, как друг другу насолить.